Всем зрителям ассаламу алейкум. Как отреагирует в Ингушетии на угон машины? Ну, кто ты вообще, чтобы я это удалил? Не буду я удалять. Окей, сколько тебе предлагали? Сейчас ты можешь получить уголовный. Тебя задерживали? Так, надо покрутить в центре города для того, чтобы засветиться. Но я не хочу свою аудиторию подставлять под риск. Тот, кто понимает, что такое религия, ислам, знает, что это запрещено. Ой, брат, ты кайлайтан, адалил что? По кайфу, мягко дышалось. Я был очень прям глубоко зашел в Херсонскую область, прям недалеко от передовой. До такой степени все плачевно. Конкурс. Сегодняшний гость, очередной наш гость, Рашид Таршхоев. Тезисно, что мы знаем о тебе, самое основное, это ты занимаешься блогерской деятельностью в Республике Ингушетия. Тематика автомобилей. Также я знаю, что ты являешься предпринимателем и с недавних пор, насколько мне известно, профессиональным гонщиком на 402 метра, драг-рейсинг. Драг-рейсинг, да. Дисциплина драг-рейсинг в автоспорте. Это тот минимум, который знаю я. Расскажи чуть-чуть подробнее о себе для зрителей и для Магомеда в том числе. Всем зрителям ассаламу алейкум. Мне, честно говоря, очень приятно попасть на твой подкаст. Несмотря на то, что мы давно друг друга знаем, но все равно, я думаю, ты посчитал нужным именно в этот момент, когда у меня есть определенные регалии, и я кое-что могу рассказать для зрителей. И особенно для молодежи. Потому что автоспорт, тачки – это непосредственно необходимо сейчас. Позиционировать с правильной стороны, скажем. Да. Совершенно верно. Ну, я сам с Мачхаюрта, Базоркина, до Юра, это у нас село Чермен. Я буду называть его Базоркина, для того, чтобы для зрителей более понятно. Наши зрители только так и знают. Да, Базоркин. Особенно Магомед. В 92 году произошла ситуация, геноцид, и моему отцу пришлось переехать в Малгобек. В 93-м родился я. В моменте мы переезжали в Казахстан. Ну, там жили очень, недолго, пару лет. После этого мы вернулись обратно в Базоркино. И все мое взросление было в нашем селе Базоркино. Жили мы очень, так скажем, скромно, но отец максимально делал все необходимое, чтобы мы ничем себе не отказывали. По крайней мере, даже живя в вагончиках, это щитовые домики, понимаешь, да? Да, конечно. Живя в вагончиках, не закрыв забор, там, условно, для ингуша это значимое понятие, как значимый элемент, скажем так, домовладения. Да, построен дом, но все равно в этот момент он купил для нас компьютер. Это было в 2003 году, нет, 2004 году. В округе никого не было компьютера. Он это сделал для того, чтобы мы развивались. И я пошел по этой стези. Хоть и многие думают, что я условно какой-то инфо-цыган, мини-мажорик, который папа, мама снабжает и катается на тачках. На самом деле история такая реальная. И я пошел по этому направлению. Учился я в Пятигорске на айтишника с наклоном в медицинской части. Имеется в виду инженерное дело медико-биологической практики. Это айтишник, условно это медтехник. Занимается медоборудованием, информационными системами медицинскими. И будучи уже на 4 курсе, я учился на специалитете 5 лет, я еще не закончил университет. ВКонтакте тогда был популярный, я думаю, и сейчас. Сейчас скоро он станет еще популярнее, чем тогда. ВКонтакте была группа ИНГУ, и туда были вакансии по работе. А у меня со стороны отца особо, он работал в медицине тогда, несмотря на то, что он грубо говоря, он выживал, условно. С 92 года сильные какие-то моменты были, что они никак не могли на ноги встать. Друг мне позвонил и сказал, там вакансия, ищут работника в IT в медицине. А у меня специальность была. Я единственный ингуш был в универе, который учился на этой специальности. Потому что по бюджету я прошел только на эту специальность. Хоть я хотел быть крутым айтишником, программистом, который будет хакером. Такая романтика, понял, у меня была. Я прошел на эту специальность, и отец мне тогда тоже говорил, это
востребованная будет специальность, потому что медицина, IT, они должны развиваться. Несмотря на то, что он как был из обычной семьи, и особо, кроме развития сельского хозяйства, через день, на один день он работал в милиции, второй день он работал на полях, ну, там, если сезон. И несмотря на такой бэкграунд, даже, если можно сказать, он понимал уже и направлял меня, хоть я и не хотел этого. И тогда я набрал, мне друг дал этот номер этой вакансии, я набрал, это был Магомед Башир Балаев, экс-министр, я думаю, ты его знаешь. В то время? Он же вроде плюс-минус наш ровесник, нет? Нет, он старше нас, 88-го года. Ну, старше чуть тебя и чуть меня. Балаев, он предложил мне работу в IT, а до этого особо у меня как 4-й курс, это как фундамент. Это еще ты не специалист, который может работать там, в IT, в развитии и всем остальном. И ты знаешь, он мне задал один вопрос, на который я буквально месяц назад, у нас была лекция, я смог ответить на один вопрос, я быстро прошел по телефону, грубо говоря, вот это собеседование. И я приехал в Ингушетию, обратно с Пятигорска, и начали мы развивать медицину, информатизацию медицины в Республике Ингушетия. Это был первый момент, когда цифровизация, в принципе, здравоохранения началась в нашей Ингушетии. 2014 год. Условно, раньше картотека ручная, это все перенеслось в электронный формат. Электронная медицинская карта. И с Магомед Баширом, он не только мой наставник, мой друг, он пробивной человек. Он немножко пошел по карьерной, немножко отошел от IT. Я уже сказал, уже анонс сделал, что он был министром 2 раза. Я как бы ушел в IT. Мы создали потом после этого компанию. Я и мой партнер Магомед Чахкиев, я считаю его самым талантливым программистом, который может быть у нас в Ингушетии. Не просто там веб-дизайн, да, создает сайт. А он... Скинешь фотографию, мы ставим его. Мы создали в 2017 году компанию IT, обслуживание медицинской информационной системы. И основная моя деятельность связана именно с этой компанией и с IT. Это я говорю для тех людей, которые думают, что я зарабатываю на автоблоге. То есть основная твоя деятельность это вот именно то направление, о котором ты сейчас рассказал. То есть блогерство это такое прям хобби-хобби, да? Ну, конечно, блогерство, знаешь, мне помогло в формате создания личного бренда. То, что у меня есть лояльность. Что бы я ни сделал, у меня еще есть проект, как ты знаешь, да, там, сервис по замене масла. Забыл упомянуть, кстати. Проект был по мужской одежде, классической. И вот именно блогерство мне помогало в этом деле. У меня не было основного источника, что я рекламировал все подряд для того, чтобы заработать с блога. Мне главное было создать свой личный бренд, создать свой статус, там, условно скажем, не кринжового блогера, понимаешь? Ну, так. Это достаточно сложно в нашем регионе. В государственной структуре ты действующий сотрудник? Нет. Уже ушел и чисто? Я работал, получается, с 2014 года по 2016 год с Марией Арабхановой. Мария Микубовна, я думаю, все ее помнят. Это очень яркая личность. Ты со мной согласишься? Все министры яркие личности. Мария Дербич, точно. Ну да, сейчас. Да, я работал специалистом по внедрению. После этого, на момент, когда работал министром здравоохранения Магомед Башир Балаев, я был начальником IT Министерства здравоохранения. На данный момент я уже 2 года не работаю. Вот это в системе здравоохранения. Частная компания, чем она занимается? Обслуживание медицинской информационной системы. Мы об этом чуть позже поговорим. У тебя, насколько мне известно, есть большой проект вне нашего региона. Да. Чуть позже об этом поговорим. Но сейчас меня больше интересует наше общее, скажем так, дело. Блогерская тематика. Как ты к этому пришел? Когда это было? Насколько, опять же, мне известно, это было... Ну, мы с тобой одинаково плюс-минус начали, только я был
Ты был более хайповый. Анонимный. Я был анонимным. Анонимус. А у тебя это период, когда тройка BMW, что-то такое, да? Нет, это был В общем, как ты до этого дошел? задолго до BMW. Как ты до этого дошел? Вообще, почему тебе пришла в голову идея заниматься этим? Я всегда искал творчество. Мне интересно было всегда снимать. И в один момент у меня был... Это было, кстати, Министерство здравоохранения. Мы сидели в кабинете в IT-отделе. И там у Марии Арапхановой был СМИ. Ну, это оператор. Фотографировал он ее и там видео встречи снимал, все остальное. Он мне говорит, давай заснимем что-нибудь. А тогда популярно, это был в 2016 году, был популярен формат этих пранков. Очень сильно. Да, и мы тогда сняли очень такой опрометчивый пранк, который чуть... Рассказывай. Мы тогда снимали, это, я думаю, было для Ингушетии впервые. Мы снимали реакцию, такой социальный эксперимент, как отреагируют в Ингушетии на угон машины. Жестко. Мы хотели именно... Начинается погоня, таранят друг друга, и в итоге от машины нечего взять, да? Да, расчет был на этот, чтобы именно были эмоции. Для того, чтобы зацепить зрителя, необходимы максимальные эмоции и честные. Ты же согласишься со мной? Ну, да. И, условно, как это происходило? Мы в центре Назрани, там, Ингойли, в районе Ингойла, выслеживали жертву. Условно, это, знаешь как? Эдвард Билл. Он должен был сидеть в машине, и должна была быть рядом место для парковки. Мы подъезжали, я был за рулем, обычно я был жертвой. Я подъезжал, и для того, чтобы он понимал, что я был за рулем, чтобы понятно было, что... Тебе принадлежит машина. Да. Я подходил, даже если машина вообще не мешает. Я у него спрашивал, постучал в окно, говорю, машина не мешает, но Игонер. Он говорил, нет, так, все. И Всё, потом уже обозначился. взломщик. А я не закрывал машину, я ключи даже оставлял внутри. Я уходил, скрывался за этой аркой, которая внутри. И машину мы сперва делали, просто садится, уезжает, не замечают. Практически никто не замечает. Вот здесь сел другой человек, никто не замечает. А когда мы уже подключили его действие, как будто бы он взламывает замок, тогда уже была реакция, реально. Сам прикол, знаешь, в чем? Даже если он не заметил, я подходил, и я устраивал панику. Где машина? Здесь моя машина стояла. Отыгрывал неплохо, я тебе скажу. Это моя очень отыгрывал неплохо, я тебе скажу. Я тебе представил эту картину. Я сам просто, всем мне говорили, там, звони в полицию, дежурку. И в один момент мы, это рядом с площадью заводе был Сбербанк, напротив Сбербанка это сделали, и мы попали на начальника отдела. Представь, рядом начальник отдела, я говорю, мы угнали мою машину. Ты не знаешь, он сразу набирает дежурку, поднимает всех, и я понимаю, это очень далеко сейчас зайдет, что это ложный вызов, все дела, понимаешь, им же будет плевать, что мы там прикалываемся. Это съемка идет в этот момент, когда он звонит. Съемка есть. Все есть, как он паникует, все есть. Жестко. И после этого случая, когда на монтаже я-то ему объяснил, он был очень зол на меня, там эмоции были сильные прям. Мы вот именно эту вторую серию мы не выпустили. Это сейчас мы это прекратили. Это действующий сотрудник сейчас? Скажи «да». Он действующий сотрудник, но навряд ли он на руководящей должности. После этого. Да. Кстати, он с Базоркина. Потом я это только узнал. Это потом узнал, когда мы стали монтировать. И там мы договорились, да? Короче. Эти материалы остались? Я не могу найти их. Они сейчас тоже были бы Знаешь, актуальны. сейчас бы залетел бы видеоролик. Прям Он очень тоже серьезно. тогда залетел, но первый ролик, не был таким с большим экшеном. ВК, да? Нет. Инстаграм? Это YouTube был. Да, YouTube, я залетал на YouTube. Потом после этого я снял, пройдя, мы поняли, что это плохая идея, что это может далеко зайти. По сути, надо было продолжить это, по сути. Мы просто были тогда совсем молодыми, 21, кажется, был сколько мне тогда. Где-то 21, 22 мне тогда было. И мы не хотели себя ставить под угрозу. И знаешь, следующий ролик был у нас
как я поднимаюсь... Блин, плохой пример, брат, я не буду этого говорить. Ладно, Но это же расскажу. было. Ладно, я расскажу. Мы построили вот эту башню, нашу башню согласия. И мы сделали типа экскурсию. Ну, экскурсию с добавлением экстремальных действий. Вот эта арка, где вот именно арка есть бетонная, из камней, которые я туда, как сказать, свесился с наружной стороны, мы это сняли. Ты серьезно? Без каких-то... Да, без страховок, без ничего. С обратной стороны... Да. В стеклянном балконе, да, получается? Ну, там, видел, там есть стеклянные вот эти. Стекло, а потом И идет потом есть еще бетонное невысокие такие, как сказать, типа балконов. Ну да, балкончик, ограждение. То есть ты повис в другую сторону. Да, я закинул это видео. Чтобы было понимание, Потом... высота самой башни с учетом самого пика 99,9 десятых метра. Там вообще без шансов. А смотровая это где-то 80 метров железа. Да. Даже может 90 даже железа. Сколько? Где-то... Этажей 12 здания, да? Наверное? Секунд 5 Это видео простояло где-то 3 дня. Она набрала тогда 1030-40. Ну, там в основном смотрели не наши. Там видно было, что как бы по всей России комментарии были. Потому что для наших это не новшество. Потом... Такой беспредел. Потом, знаешь, что произошло? Со мной связался Харсиев, кажется, да, построил? Магомед. Его зам или какой-то его помощник со мной связался. Он мне объяснил, что уволил этих охранников, которые были в тот день, что допустили это. Потом он мне сказал то, что смотрит весь мир, надо удалить этот ролик. Слушай, ну чтобы это не допустить этим охранникам, им сколько бежать надо наверх? Минимум минут 7, наверное. Ну, это, знаешь, максимальную нагрузку он сделал, типа... А Харсиев же, они же с Базоркина, ты же знаешь? Тут есть кто-нибудь не из Базоркина? Базоркина, видишь? Они мне нажали, ну, как тебе сказать, на совесть нажимали просто, чтобы я это удалил. Просто сперва был тембр, типа, ты удали, а я сказал, ну, кто ты вообще, чтобы я это удалил? Не буду я удалять. А потом уже вот начались дополнительные вот эти подробности для того, чтобы я однозначно это удалил. Удалил, я потом позвонил, узнал у охранников, ну, были какие-то там. Но не увольняли? Нет, не уволили никого. Судя по твоему разговору, все дела решаются через село Базоркино. Все дороги ведут в Базоркино, однозначно. Ты вначале говорил о том, что важно вызвать интерес, всплеск эмоций. Ну, как ты по-другому сформулировал, но смысл был такой. И тут у меня невольно возникает вопрос относительно музыки в тех же рилсах, шортсах, видеороликах и так далее. Как ты к этому относишься? Че, Барс, мы все хорошо знаем. Тот, кто понимает, что такое религия, ислам, знает, что это запрещено. И сегодня, слушая себе эту музыку, да, включая ее там в машине где-то, ты делаешь только один грех. Но когда ты это вставляешь в свой рилс, и не дай Аллах, этот рилс залетит на 1 миллион, ты сделал 1 миллион грехов. Просто представь это. А ты понимаешь, что малый грех, если ты его часто повторяешь, я не говорю там про 1 миллион, хоть 10 тысяч, он превращается в большой тяжелый грех. И я вообще категорично к этому отношусь. И, как я знаю, и ты убрал музыку, буквально мы в одно время брали. Ну, где-то... Несколько лет. Да. Да, вот. И я непременно убежден в том, что если мы убрали это, нам Всевышний заменит это намного лучше. И это такой посыл тем, кто сейчас снимает с музыкой. Задумайтесь о том, что я сказал. Я почему затронул этот момент с музыкой. Музыка действительно, она дает всплеск просмотров. Да. Потому что кто-то захочет пересмотреть. Алгоритмы, потому что там алгоритмы, может быть, или кто-то захочет. Кстати, может быть, действительно прокачивается какая-нибудь музыка этой же запрещенкой, и она лоббирует, однозначно, скажем так, вот эти видеоролики. Ну, вот видишь ли, определенное время, определенный период есть трендовые музыки. Да. Ты их вставляешь, а в этих трендовых музыках перевод, если дословный перевод сделать, во многой музыке с переводе, сатанизм. Ты знаешь, там, Леди Гага вообще что пропагандирует, в принципе. Да. И с этого, даже если просто ты по логике подумаешь, даже не со стороны религии, даже в принципе логики, да? Смысл произносимого. Да. Раз мы уже перешли на такую плюс-минус, не плюс-минус, серьезную тему,
Как ты думаешь, почему люди, которые знают вот то, что ты говоришь, действительно есть люди, которые понимают, что это действительно так, это запрещено, это нельзя. И в нашем обществе есть люди, которые продолжают этим заниматься. Вот, лишь бы вот эти охваты. Есть какой-то... Вот ты как... Я же был из этой категории, понимаешь? И я могу тебе не за кого-то, а за самого себя как бы, да, рассказать. Ты не придаешь этому сильного значения. Ты знаешь, что это плохо, но не думаешь, что это настолько опрометчиво и опасно, что твое сердце может просто закрыться. Просто отсутствие знаний в этом вопросе, да? Ну, Получается. Даже не отсутствие знаний. Это вот, ну, ты правильно сказал. Это несерьезно ты относишься к этим вещам. Вот я тебе скажу, как я отказался от музыки. Но я, скажем так, отказался от музыки достаточно давно, но какие-то элементы, там, 2-3 секунды, знаешь, когда видеоролик начинается, ну, какая-то музыкальная вставка должна быть, там, когда появляется Чеборс ТВ, там, что-нибудь такое. 2-3 секунды. Ну, и вот у меня такая вставка была. Это звуки были или это музыка была? Это, ну, музыкальное сопровождение 3-4 секунды. Интро, вот, да. Ну, это же музыка. И у меня это было 3 или 4 секунды. Сколько это было вначале? Ну, что-то около того. И один мой друг сказал, что, опять же, он это преподнес не с целью там как-то ущемить меня, а преподнес очень лаконично, красиво, аккуратно, сказав, что это, ну, большой грех. За, как ты говоришь, сколько просмотров, столько грехов. И я этот материал удалил, и в последующем эти 3 секунды тоже отсутствуют. Вот материал. Я стараюсь соблюдать. Ну, я даже, более того, не делаю репосты. Бывает какой-то материал нужный, информативный для нашего общества. Там даже элементарно может быть какой-то сбор кому-то. Но там есть музыкальное сопровождение. Я не делаю репост этого. Я не знаю, как убрать музыку, сделать репост, по-моему, это невозможно. И, соответственно, мне приходится отказывать. И когда я говорю, что я не делаю репост из-за того, что там музыка, это как будто я себя возвышаю, а других ставлю ниже себя. И вот здесь тоже неловкое такое чувство у меня лучше ты сегодня сделаешь им неловко, а завтра они подумают лучше. Видишь, это опять же... Это тоже твое убеждение. Тоже определенный барьер. Вот для меня очень сложно. Я очень боюсь обидеть человека. Реально. У меня Вот есть как такое. я оставил музыку, продал приоры с эстрадкой. Ну у него там... Ну, это немножко другие вещи, понимаешь? Использование музыки в медиафайлах, да, там, условно, в рилсах, в принципе, на фотографиях, в публикациях. И слушать себе — это большая разница. Ты себе вредишь и людям, да? Ну, ты не только себе, ладно, ты себе как бы, а ты можешь навредить миллионам людей. Там непонятно, какой ролик у тебя настолько залетит. Это непонятно просто, понимаешь? Рашид, возвращаясь к твоей прошлой деятельности, после пранков что ты делал? Чем занимался? Потом, после вот этого опрометчивого последнего пранка, который мы сняли, я прошел какой-то период времени, вот, я не знаю, кажется, 2 года. Потом у меня появился такой проект. Это была БАЗ-2101, копейка на шестнаре. И я посредством, да, обычной повседневной машины именно готовил ее, там, условно, покрутить на свадьбе, что было тогда в голове. Там, дрифтом или погоняться с кем-нибудь. Это чисто машина была для покатушек. Чисто машина выходного дня. И я подумал, почему бы не снять это. Я снимал эти первые ролики вообще от первого лица. Я себя не светил, в принципе. Я снимал как проект. Тогда популярны были ролики проектов, как строят люди вообще тачки. И потом, знаешь, потихоньку меня уже занесло в автоспорт. И тогда начался, в принципе, показывать машины и уже понимание, что такое автоспорт и как себя вообще реализовать в этом направлении. Вот у тебя был видеоролик и как реклама с дрифтом на BMW тройке, да, синей или 4? М4. Ну, это достаточно... очень важно. М4. Да, это важно. Точно. Достаточно такой знаменитый, да, видеоролик был. Вот со стороны правоохранительных органов вопросов не было? Касаемо этого ролика, который был на билбордах? Ну, или нет. в целом? Нет. А в целом? Ну, рассказывай тогда, где были у тебя проблемы с... Вообще, вести автоблог
прерву тебя. Ввести автоблок и не иметь проблем с правоохранительными органами, мне кажется, это достаточно сложно, потому что твоя деятельность заключается в том, что на дороге нужно исполнять, скажем так. Значит, ты плохой автоблогер, если нет проблем, да? Ну, не сказал бы. Были проблемы? Проблемы, как сказать? Были небольшие нарушения, за которые мне приходилось отвечать. Тебя задерживали? Меня нет, тачки да. То есть ты не ночевал? Нет, конечно, из-за тачек нет. Но я был готов заночевать один день для того, чтобы моя машина не стояла месяц там. Понимаешь? Будучи активным. Автолюбитель. Да. Пошла. И особенно, когда именно с появлением М-ки, я, как понимаю, вы разницы не видите между 4 и М4, да? Нет. Не, М4 я Очень знаю. хорошо видел. Да. Не, у него... М-ки это совсем другой класс машины, и там уже другой уровень просто. Я понимал, что на тот момент, вот я скажу так коротко, вот на сегодняшний день, 2025 год, конец, да, уже получается, через буквально 2 недели будет 20. По сегодняшний день все эти времена можно вспоминать с романтикой, потому что сейчас то, что было полгода назад и год назад, это уже не получится сделать. Потому что жестче будет? Очень жестко. Просто за одни бублики на площадке сейчас ты можешь получить уголовку. В смысле, на площадке... На какой площадке? На площадке, к примеру, торгового центра. Бублики это дрифт, общественное место. Я правильно понял? Да. Покрутить. Даже если это закидывал не ты, если тебя кто-то снял со стороны. Я вот сейчас не помню, по какой статье, но статья звучит типа подвержение опасности окружающих. Если там будет хотя бы один человек на 1000 километров, там на камере будет видно, что там был человек рядом, когда ты дрифтил, тебя спокойно могут по уголовке просто приписать. Слушай, был уже недавно такой случай на свадьбе. С этого началось. На какой-то заправочной станции кортеж начали там крутить, исполнять, и после этого, по-моему, забирали людей. Забирали, ночевать. уголовка. Было, да? Да. Один уехал, кто это делал. Потом забрали его старшего брата. Пока уехал, тот я не думал, приехал, тот за тюрьму, границу. я думал. За границу уехал. Потом забрали старшего брата, и пока тот не прилетел, не отпустили этого старшего брата. Так, это уже попахивает. Лучше этого не делать. Ну, я и не умею, я и не делал этого никогда. Не, в принципе, я это подаю тем, кто нас смотрит. Если вы хотите залететь с 2 ног и подрифтить в центре города, это того не стоит. Я знаю площадки, да? Вот буквально. Это того не Если вы стоит. хотите. Вот недавно же был видеоролик, видели? Погоня ДПС. Вот часто мелькают, да? Авария, которая Да, произошла, авария, Майбах авария. залетел. Точно. Вот часто мелькают Kia Rio, подобные по-моему, видео. Получается, быстрой езды, шашек, там, погоню с ДПС. Вот как с этим бороться? Вот что делать, чтобы этот стереотип среди молодежи убрать? Вот как ты считаешь? Я думаю, это будет очень сложно сделать. Пока не начнут... Вот эта политика, которая жестко кнутом и пряником, сейчас перешло это в кнут, понимаешь? С пряника никакого не будет. Просто это тенденция в Дагестане сейчас. Просто он сделал такой дешевый маленький бублик, просто так назовем. Просто крутанул машину один раз, все, уголовку завели. 150 машин за, Это о ком речь сейчас? за декабрь. Это было в Дагестане, Махачкале. Это мой знакомый. Я знаю его, на уровне Он не прям благосферы. популярный, у него тачки есть просто. Потом, вот за этот декабрь, конец ноября, из декабря месяца 25 года 150 машин в Питере задержано. А вообще Питер — это культурная столица дрифта в принципе. Развитие сильного развития дрифта — это Питер, Санкт-Петербург. Да, там все задерживают Ночная подряд. езда, Топовых да. блогеров, всех подряд просто. Если старые ролики, даже, там, не знаю, 2-3 месяца назад ты закидывал, по старым роликам вычисляют, доставляют машину. Так что с этим очень жестко Слушай, борются. можно это отнести к тому же, что мы говорили о музыке? Люди знают, что нельзя, но все равно вставляют эту музыку, и тут водители знают, что нельзя, и все равно исполняют. Ну, в этом и заключается интерес этого, понимаешь? То, что Азарт. все, что запрещено, это тебе интересно, это круто. Тем более молодежь, у тебя мощная МК условно, или АМГ, на АМГ особо не поисполняешь, но все равно.
Вычеркивай вопрос. У тебя крутая тачка, и прикинь, тебе же надо как-то... Я вот сейчас мыслю, как молодой парень. Я не такого мнения. Вот я вот сейчас проецируете на себя. Так, надо покрутить в центре города для того, чтобы засветиться. Надо залететь прям хорошо. Вот так Ну, они цель мыслят. какая? Чтобы Цель стать это- популярным или... Да. Чтоб стать Да, популярным? в кругу эмошников, условно, или же, в принципе, там, автолюбителей, быть, Знаешь, у быть нас на виду. на Эмках не все же ездят. Да. А вот у нас культ какой-то, вот такая, знаешь, как мода появилась на то, что ты на гранте посаженный, Да. и ты обязательно должен убегать от DPS-ников, играть в шашки. Вот этот, откуда стереотип вообще Да, это появился? всегда было. Нет, это мам. не стереотип, это тенденция. Это всегда было. от Дагестана, наверное, все-таки. Скорее всего. Потому что я это начал Сколько в замечать только у Ингушетии у них. нас маленькая республика, сколько этих погонь, вот мы сидим, листаем рилсы. Эти и погони были замечаем. всегда. Но снимать их начали только сейчас, потому что вполне возможно, может, ты правильную мысль сказал, то, что в Дагестане это очень сильно Не, я популяризировано. прям смотрел эти Да, видеоролики. очень сильно. Очень давно. Абу бандиты, вот это все именно с Дагестана, с То есть Махачкалы. тренд все-таки задали, да? Я никак не виню наших братьев в наших проблемах, но, в принципе, задали Не, тренд просто- однозначно Абу бандиты. Ну, это факт. Да, да. Я тут недавно смотрел видеоролик, вот оно, наверное, актуально будет сейчас. Я тебе задал вопрос, для чего это делается, чтобы стать популярнее, ты говоришь. И вот у нас в Назране там очередная погоня была. Не погоня, они просто ехали, молодые пацаны, там лет по 16, наверное, по голосам, ну так Это визуально. на видео, да? На видео, да. Пассажир снимает, а водитель исполняет там. Это не дрифт, это женщина Али. Что-то типа такого. То есть он едет просто... Грубая говорит, езда. не грубая, идиотизм полный. И водитель, который снимает, он Опасное говорит, вождение, да. пожалуйста, ради Аллаха, остановись. Я написал комментарий. Галами, что ли, один раз. А камера ай-ай-ай, цулел юхан машина. Однозначно. То есть, ну, действительно, если задуматься, вот зачем он это делает? Я видел Потому что этот снимает, коммент правильно тоже. же? Ты знаешь, я всегда говорю, вот, нельзя сказать то, что я прям гуру, да, дрифта и, в принципе, опасного вождения. Но у меня спрашивают некоторые, там, покупают М-ку, посмотри, как она тебе вообще, в принципе. Ну, я могу покататься на ней. Так, условно, в нормальном понятии, нормально покататься. И я всегда им объясняю вот этот момент. Если ты хочешь научиться нормально кататься на машине, безопасно для себя и для окружающих, убери камеру, чтобы рядом сидящий твой пассажир не снимал тебя. Ты не будешь исполнять, не будет тебя провоцировать, и у тебя голова будет думать совсем по-другому. В любом случае, вот этот эффект провоцирования, если это можно так сказать, присутствует. Я сам это хорошо понимаю. И именно из-за этих съемок, когда ты не сосредоточен, тебе надо думать, как это круто еще сделать, еще агрессивно вести себя. Бывает намного сложнее. Я чуть не попадал в такие страшные, плачевные ситуации. Но это было давно. И плюс это происходит, даже если и на камеру, это происходит не где-то там, в лесу Сурхахи, а это происходит на самой оживленной площади, районе там, или месте. То есть, чтобы люди заметили это. Чтобы люди там восторженные комментарии условно написали. Да. Ну, тем более, вот эти молодые парни, я бы хотел бы им объяснить то, что вот эта ситуация, вот 14-летний пацан попал, вот этот Майбах залетел. Лет. Ну да, говорят, что Майбах... Он несовершеннолетний пацан, что ли? Да, ему 15 или 14 лет. Серьезно? Он просто въехал в тачку. Я смотрел видео, но я не знал, миллионов, что да, это там условно. Ну, там написали 15, ну, пусть она 10 миллионов стоит. Это хорошо, что там никто не пострадал. В реанимации. Это только одна машина. Там Да. еще и... Если пострадал бы еще Сам человек. парень в реанимации. Серьезно? Вот он себе навредил. Да. Не Себе сам. навредил? Ущерб и себе навредил. Да, в реанимации, говорят, парень. Пусть Аллах Маша, его вот, исцелит. ну, я, честно говоря, не знал вот этих подробностей. Я знал, Точно не знаю. едет машина, он вырезается, она там чуть ли не Но подлетает. там серьезный удар был. Очень Прям. серьезно, да. Нет, тупой удар, просто стоячую машину. Бау. Кстати говоря, наверное, тоже надо упомянуть, раз мы про этот случай говорим, что многие писали комментарии, пытаясь обвинить водителя этого Майбаха.
потому что он стоял припаркованный на встречной обочине. Ну и что? Так вот именно, ну и что? Он может он вот так стоял вообще. Какая разница? Но он может Он-то получить стоял, штраф стоял. за неправильную стоянку. И всё. Ну да. Может, его занесло, он там остановился. Все, что угодно может быть. Но Да. суть в том, что ДТП произошло по вине другого водителя. Ну, закрыли тему. Далдикан задерживается слух. Аллах, Машу, вот. Аминь. Я думаю, это будет большим уроком для этого парня. Иншаллах, мягкий будет. Да, я гадали. Ой. Рашид, какая у тебя целевая аудитория? Я Вот прям буквально недавно смотрел. От 20 основная аудитория до 35. Молодежь. Да, у тебя помоложе поколение. Но это где-то подписчиков, процентов нежели 45-50. Остальные там рассеяны уже по Я остальному, молчу, какая у меня. по остальному возрасту. у меня. Старика и выше. Старики беззубые. Вот смотри, перед 20-35 это самый костяк активной, импульсивной такой жизни, Конечно. особенно на Кавказе. Ты чувствуешь ответственность перед собой за этих людей? То есть какой пример ты подаешь, какой Конечно. контент ты заливаешь, Конечно. что ты в себе поменял, что ты раньше делал, и это было неправильно. Что можешь сказать? Ты знаешь, на протяжении уже 5 лет я веду как автоблогер, показываю себя. И с каждым годом, не скажу кардинально, но есть изменения в плане агитации безопасного вождения. Особенно в последний год, в этот год, так как я уже перешел в профессиональный гонщик. У меня есть аккредитация и профессионального гонщика. Да, я категорично отношусь к нарушениям и максимально стараюсь агитировать, чтобы они не занимались всякой дичью, из-за которой происходят последствия не только с собой и окружающие подвергают опасности. Но это было заметно и по последнему, один из последних видеороликов в Stories с ремнем безопасности. Да. То есть уже стареешь, да? Я понимаю, что, видишь ли, хоть нам сейчас это смешно, но я очень сильно чувствую ответственность. Даже, вот давай приведу тебе пример, то что ко мне поступает очень много запросов по рекламе. Есть такая сейчас популярная, до сих пор популярная, вот это P2P арбитраж, все такое, понимаешь. Ко мне обращались прям нормальной суммой. Я бы мог сделать и забыть об этом, в принципе, да. Завышенная оплата была за эту рекламу. Там, условно, стоило 10 тысяч, они платили мне 20, условно я говорю. Я не согласился. Почему? Почему ты не задаешь мне вопрос такой? Почему ты отказался? Я жду, пока пытаюсь паузу поймать. Мне, Принципы, во-первых, интересно, какую рамки. сумму тебе предложили. Я задам этот вопрос. И почему? Потому что я так условно погружался в P2P. В принципе, криптовалюта, ты тоже условно знаешь, что это такое, да? Ну, знаешь, что такое? Электронные я не знаю, деньги, да, если да. так сказать. Да? Электронные деньги, в принципе. С нынешней нашей ситуацией в России, я думаю, они актуальны. И есть такое понятие, это происходит очень редко в P2P арбитраже. Что такое P2P? Это те же самые биржевики, которые продают доллары, да, меняют на рубли и обратно. Просто это происходит на определенной площадке электронной. Все. Крипта перешла, доллар, рубль перешел в крипту, в принципе, и все. То же самое. И молодые пацаны сейчас обучаются этому, думают, это сейчас трендово, это очень интересно для всех, потому что многие блогеры подают себя очень успешными и показывают успешный успех за счет этого P2P. А на самом деле зарабатывают чисто на этих курсах. Инфо-цыганство. Да. Есть такая. И что происходит после обучения? Ты можешь полгода сидеть, зарабатывать условно эти 100 тысяч, 150 тысяч. Возможно, заработать на этом P2P. Но в один день ты можешь попасть на такую уловку, он называется треугольник. Слышал об этом? Вообще не в курсе. Знаешь, что такое треугольник? Треугольник — это когда, опять же, это, как мне объяснили, есть уголовные дела по этой ситуации, я из-за этого знаю. Треугольник — это когда, условно, ты зашел на Авито, ты хочешь купить для машины диски. Они, средняя цена их рыночная, 150 тысяч. Ты нашел за 100. И ты уже к успеху, это те диски, которые ты хотел купить.
хочешь купить? Он говорит, мне надо оплатить криптой. Потом вот продавец заходит в криптообменник, покупает у кого-то оффер, условно, ты P2P-шник, и скидывает этот оффер покупателю. Покупатель оплачивает по реквизитам этого P2P-шника, а третье лицо просто исчезает. Попадает, да? Да. И что делает покупатель, обманутый на 100 тысяч? Он идет, пишет заявление в полицию. А полиция с 25 года не разбирается уже уголовной ответственности за передачу своих этих карт, кредитных карт, счетов, в принципе, да. Это использование дропов. Дроп, знаешь, да, что это? Дроперс. Да. Ну, это мне близко уже. Да, вот дроп. И Почему? вот этот молодой парень Банк работал. попадает на уголовку. И когда мне говорят, я думаю об этом. Вот они обучат 100 человек, через полгода он попадет на эту ситуацию, в эту ситуацию попадет. Я не хочу быть фигурантом этой ситуации ради того, чтобы получить сегодня условно 100 тысяч рублей за один раз. Я не хочу подвергать свою аудиторию этой опасности. Окей, сколько тебе предлагали? Ну, смотри, у меня реклама... я не буду это говорить. Ну, вопросы у меня есть такие. Упоминание просто. Я должен был не на своей странице, просто быть и быть на их странице, сниматься в ролике. Лицо, короче. Да. И в сторисах просто я сказал то, что как бы публикации я не буду делать. Я могу в сторисах сделать прогрев. И прогрев реальный, да, вот меня обучают, реально, я сам обучаю, на своем примере я это показываю, и в конце мы уже продаем обучение. Мы уже проговорили все, а после этого я вспомнил про треугольник и отказался. Деньги. Ну, сколько предлагали? Ну, интересно мне. У меня в последующем будут вопросы про ценообразование рекламы. Для моей аудитории, условно, у меня там в среднем 10 тысяч просмотров сторис. 200 тысяч — это не нормальные бабки, я думаю. 200 тысяч рублей тебе предлагали? Да. Это на протяжении на протяжении недели надо вести. Ну, не прям назойливо 10 сторисов. Пару сегодня, там, завтра. Но слушай, это я в лайфе. Это нормальные бабки, 200 Это очень даже нормальные бабки. Это потому, что такая тематика или... Ну, я не хочу свою аудиторию подставлять под риски. Я знаю, что мои близкие купят этот курс, доверяя мне, понимаешь? А сколько стоит курс? В районе 50 тысяч. Ошалей. Но это без депозита. Люди У тебя должен быть депозит еще. Чтобы по прохождении еще положить да, бабло? использовать свои деньги. Тебе надо положить на счет. Конкретно про эту рекламу 200 тысяч? Или в целом? Про эту. Ага. Да. Я уже хотел из стоматологии уйти. Вот смотри. Кстати, на твоем месте хотел оказаться P2P-шник. Было предложение «Позови меня на подкаст». И не одно. Даже на улице ко мне подошел очень агрессивный вот ты знаешь, парень и говорит: вот у нас в республике очень плохо, люди разбираются в этом. Короче, намекая на то, чтобы здесь появиться, и он преподаст грамотный урок. И я вообще остерегаюсь вот всего, что связано с вложением денег непонятно куда. Условно, это трейдинг, то же самое. Ты можешь прогореть просто на ровном месте. Я когда проходил курсы еще, будучи в Москве, давно это было, лет 10, наверное, назад. Это... От тебя там ничего не зависит. Ну, нарисуешь там шкалу, там, свеча поднимается, свеча это. Мне кажется, это... Ну и правильно, что не делаешь, на мой взгляд. У нас были же эти темы и проколы. Про что? Ну, вот такая тематика, про которую ты говоришь сейчас, как бы виртуально треугольник. Да. Привлекали средства и сдувались, мыльный пузырь. Ну, это немножко другое. Да, это другая немного тема. Это типа этого, пирамиды. Да. Это немножко другое, я говорю про это. Не хочешь поговорить о формировании цены за рекламу конкретно в Республике Ингушетия? Видишь ли, у меня нету данных по всей России, но в Ингушетии, в принципе, я могу оценку дать, усредненную. Ну, давай поговорим об этом. Вот, допустим... Ну, один просмотр, на мое мнение, с прогревом, с прямой рекламой, не нативкой, один просмотр — это равносильно 1 рублю. За один сторис. За один сторис? Да. С прогревом 3 сториса там, у тебя по 10 тысяч, ты 30 тысяч должен получить. Окей. Ну, если будет хороший прогрев, вот видишь, очень непонятный взгляд на рекламу у нас, понимаешь? Очень такое расплывчатое, непонятное. И качество рекламы.
Просто условно, я никак не хочу кого-то оскорбить, но репост там никудышно подготовленного ролика условного бизнеса — это не реклама. Это просто нативка. Реклама должна быть погруженной. Твоя аудитория должна быть погружена в это. Ты должен как минимум сделать прогрев. Прогрев — это как? Там, условно, у меня сломался экран. Куда мне поехать? Со мной должен связаться там, соответствующий мастер. Я иду к нему, он мне делает, я показываю результат, потом его отмечаю. Понимаешь? И вот про количество просмотров ты будешь считать, вот, допустим, мы про сторизы говорим. Да. Первый сторис у тебя был: я сегодня проснулся, у меня сломанный экран. Да. Вторая сторис у тебя: подскажите, куда. Да. Третий сторис: я нашел мастера, иду к нему. Четвертый, условно, сторис, ты говоришь: вот результат, мне только что поменяли. Ну, Вот из какого, из последнего рилса будешь считать количество просмотров? Суммарно он имеет. не, Или ну, суммарно? смотри, видишь, Не, он если он отмечает хочет, только в конце? если он хочет у тебя, я придерживаюсь такой политики, если он хочет в одном сторисе все уместить, ты, в принципе, это можешь за минуту все сделать. Ну да. 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 Ты берешь полную сумму. Ага. Если с прогревом, ну, там со скидкой, вот, я думаю, когда говоришь, Окей. там 30-40% скидка. Я сейчас произнесу тебе тоже вот вопрос, как человек со стороны, скажем так. Как ты относишься к фразе, что у нас реклама в запрещенке в том числе предоставляется в Что формате... значит запрещенки? Это Запрет социальная сеть, которую нельзя называть Запрет прям. Волан-де-Морт. Запрет прям. Запрет грамм. Вот у нас реклама, вот открыл магазин, допустим, да, человек открыл магазин. Как я хотел По-моему, запрошить. один не в теме, Ща, да? Давай. Человек открыл магазин, продуктовый, скажем так, большой магазин. Ему нужно заявить о себе. И он нанимает человека, которых я называю видеоформат Авито. То есть он придет и говорит: ой, брату, ты кайлай там адалилась у вас, что, по кайфу мягкий душан у вас. Все, видео закончилось. Вот. Ну, у нас же оно... Ну, если вот это рекламодателю. Вот смотри, это Да, первый всё, окей, вариант. окей, Это давай. первый вариант. Второй вариант – это подача рекламы через юмор. То есть ты открыл магазин, заказываешь рекламу у ребят, которые занимаются вот этими съемками, и они там разыгрывают какую-то смешную сценку, ты посмеялся над смешной сценкой и даже не понял, что они рекламировали условно этот магазин. Вот, на мой взгляд, сегодня у нас тенденция такая. Два вида рекламы. Юмор, мой брат утекайлай. Вот ты согласен с этим? Вот сначала вопрос к тебе, Магомед. Ты согласен с тем, что вот другого третьего формата нет? Ну, в принципе, да. Самое основное это вот Самое основное. Если массово, общем ты говоришь, Да, тогда да. да. Ну, Я бы еще добавил, бессмысленная реклама идет. это что такое? Вот нету никакого смысла. Вот, в принципе, то, что ты первый назвал, вот что-то в этом роде. Нет, смысл в любом случае есть. Нет, смысл, понятное дело, есть там, но... Ты засветил. Видишь, если... Знаешь, в чем проблема? Проблема в том, что... Давай, опять же, я приведу пример. Ты открыл, условно, какой-то магазин. У нас как вообще бизнесмены работают? Я как бы не скажу прям, я бизнесмен, но я предприниматель. Я понимаю более-менее, что такое маркетинг. У нас... Почему вот это очень больная тема для меня? Потому что много моих знакомых, когда у них что-то не идет, вызывают меня: сделай мне рекламу. Понимаешь? Они думают, что от одного упоминания, что я упомяну их магазин, у них что-то пойдет. И я, в свою очередь, не хочу обесценивать и себя, и обесценивать как бы свой труд, понимаешь? В принципе, двигаясь долго в этом направлении, я многим отказываю. В принципе, не делаю. Но когда кто-то начинает, тогда я могу поддержать его. Но и с этого, знаешь, что я хотел сказать? Я хотел бы довести такую мысль. Блин, или не говорить это? Скажи, Кстати, я хотел сказать: мой брат утекайлай. Смотри, знаешь, какая тенденция? Рекламодатель пока не будет оценивать, что эта реклама нецелесообразна, так и будет у нас продолжаться. Для нас это нормально, из-за этого у нас и такая реклама, понимаешь? Даже когда я объясняю, что такое там прогреть аудиторию, там, не знаю, нативку сделать сперва, чтобы сразу не сувать в рот, понимаешь, продукт. Это любой откажет. Это знаешь как? Ты зашел в магазин. Вам подсказать, что ты автоматически уже нет. Нет. Да, это то же самое.
С другой стороны, вот, допустим, Вайбрату Тик Хайлай, это видеоролик залетает. Значит, Вайнаха ищет Да. рекламу, получается. Видите? Не, это на безрыбье рак рыба, не более того. Просто есть пул подписчиков у определенной страницы. Это условно разная категория, там возрастная категория. И я как рекламодатель понимаю, что вот мне надо там же. Это все равно, что просто площадка Авито. Там сидят и ты, и я, и он, и автогонщик, и стоматолог, и все кто угодно. Но суть в том, что целевая аудитория, она не конкретная. Там просто сидят все подряд, понимаешь? И из-за того, что там много просмотров, там рекламодателю кажется, что, я вот запустил Вайбрату рекламу Хайлай, оно 100 тысяч просмотров набралось. Так а эффект какой от того, что 100 тысяч просмотров набралось? И меня немного это... Эффект, по крайней мере, нативка есть. Условно уже нативная реклама есть. Знаешь, почему но меня можно это... было сделать лучше. Ты к этому клонишь, я понимаю. Можно было усовершенствовать качество рекламы. Потому что подход совсем, такой, около простой, так скажем. Там Да. прям вообще... И насчет касаемо рекламы с постановками, юмористическими постановками. Для чего основная аудитория заходит в Инстаграм? Ладно, понятно, это наша деятельность, мы этим занимаемся. Да. Основная аудитория заходит туда Провести, для сократать эмоций. время. Отлично. Ну так, если одним словом, эмоции. Да. Отлично. Плохие, хорошие, в основном плохие новостные, если ты подписан. Да, Хорошие, если ты подписан на какие-то там рекламные странички. да. Потому что максимальная... вот этот формат залетает. Юмористический формат залетает однозначно. А технический не смотрят. Это неинтересно. Юмористический. Экспертный нет. Не хотят. Быстро пролистал, посмеялся, все, перешел на другую страницу. Погруженности, честно говоря, я не вижу. Но если это делается комплексно, там, в месяц по 10 роликов, по 20 роликов, тогда это сработает. Разовой процедурой это особо не долгосрочной зацепит. перспективе. Потому что расценки на такую рекламу, я, в принципе, понимаю, о ком ты говоришь. Это имеет место быть, и, не скажу, что я против, нормально. Есть и есть. Мне кажется... Я-то тоже не это против, личное просто, мое мнение. И это я свожу к тому, что я много раз об этом говорил, что блогер — это на сегодняшний день это, можно сказать, визитная карточка того региона, откуда он вещает, скажем так. Правильно же? Согласен ты с этим? Совершенно. То есть ты, допустим, Дагестан, допустим, раз, несколько блогеров можешь, миллионников, сразу у тебя ассоциация. Чеченская республика, не знаю, Осетия, еще где-то, Москва. А вот когда называют наш регион, мне немножко потому что наш уровень вот этот, он... Давай я тебе я могу ответить на этот вопрос. Я очень размышлял над этим. Я размышлял, делал аналитику. Ты мне это раньше говорил. Я после этого стал думать, почему так у нас происходит. В Ингушетии, знаешь, какая ситуация? Вот мы сейчас сидим в подкасте, я вот возьму и не брошу в него Если я брошу в него эту бутылку, ты же не выложишь это видео. Ты не бросишь эту бутылку. Вдруг если произойдет такая ситуация, ты же ради просмотра не сделаешь этого. Вообще ни разу. Да, у тебя это перейдет уже в личное даже. Однозначно. Но вот эти рамки у нас более-менее сдерживаются. Тут я сейчас не про рамки говорю. Не, подожди, я к чему тебе объясню. Вот эти рамки сдерживаются. А блогеры, которые миллионники, у них нету рамок. В основном. Они делают вне зависимости от адатов, каких-то этических норм. И выходят за эти рамки. Я тебе серьезно говорю. Да, я один момент хотел нарушить этот шаблон, но меня на место сразу же поставили. Понял? Так лучше не делать. То есть работает, да, еще вот эта тема? Да, у нас в Ингушетии это работает. Хоть и направление не выходящее за этикет, но, как ты говоришь, чисто по-братски ушло это все. Но из-за этого у нас нет роста. Вот эти тиски, кстати, обремененности нашими сдерживаются. Да, есть некоторые индивиды, несколько человек, которые кринжуют по полной.
Но в общей массе этого не делается. Вот по поводу юмористических вот этих реклам. Почему мы часто видим? Потому что то, что мы, то есть в нашем обществе, смущаются сказать, пытаются сказать это через призму юмора. Да. Ну, это мое мнение. Ну, отчасти, да, отчасти это так. Поэтому часто Охват. юмор. Юмор — это охват. Ну, слушай, продолжение этой темы без конкретных имен не имеет смысла, поэтому мы закроем эту тему. Но в целом, Да. я думаю, посыл понятен, что чуть-чуть надо Я всегда задумываюсь, повышать планку надо когда я веду блог, я всегда задумываюсь, то, что на меня будут смотреть как блогер с Ингушетии. Тем более, когда я выступаю где-то. Я всегда об этом думаю. И я недавно запускал опросник в сторис. Ты же видел, когда я сказал, что мне 32 года, Я думаю, 47. 40. Они меня вот так воспринимают, потому что я максимально стараюсь не проявлять излишние эмоции и чтобы со мной не шутили. Так, если так мягко Хорошо. говоря. Еще тогда вопрос к тому, что ты говоришь, что мы имеем рамки, да? Вот когда мы их потеряем? Эффект Если глобализации учитывать то, что это неизбежно. Вот как все это у нас, скажем, как все мы это утрачиваем, когда мы это категорически утратим? Я не могу вперед глядеть, но у меня, знаешь, в любом случае сейчас эра глобализации. Ты понимаешь, о чем я говорю? Я все что хорошо раньше понимаю. мы... Я тебе отвечу на этот вопрос не когда прям по срокам, а когда это произойдет, вернее, после чего произойдет то, что ты сказал. Произойдет Ровно тогда, когда мы... Ой, галай мот будь сейцери. Цухан худон адуцер. Галай мот таболи, галай чем багар. Так худо. Ханял галай мот с характер йохан, с уамыл йохан, с эсдел дон, ях йохан, гулк дон, кадыр дон, умехмел дон, хамадон. С мот дабян шул тахага, так худа яхр. Ханз халач бэр, далга хэтм сан. глобализация. Хамайгы должность. Утеря родного Ханз языка. анр галай метал цел ся магатшо. Ишт хамдас. Да. Сун хэтр хас. Голые мот вы битслут. Вот. Без самое начало, кстати. Я, честно говоря, надеюсь, что этого не произойдет, но это неизбежно, скорее Просто всего. знаешь, что вот мы будем говорить на своем языке, но у нас в руках будет камера. Вот камеры все портят, понимаешь? Вот суются же глобализации. Вот это может дать потерять эти рамки. Я ищу, так, забегая вперед, ищу очередного гостя на подкаст, с которым мне хотелось бы поговорить на эту тему. Не знаю, это будет градоначальник, это министр строительства или еще кто-то. Чтобы вот эту тему, о которой мы сейчас говорим, допустим, дублировать название улиц на ингушский язык. В чем проблема? Это вообще замечательно. Заставить людей вайбрату текаилай. Прямо напиши это на ингушском языке. Написано магазин и внизу вайбрату текаилай. Видишь, там несколькими словами ты уже поддерживаешь. Я в Казани просто недавно был. Кстати, ты не поехал, да. Я часто бываю в Казани. Каждая улица на татарском языке. Метро. У них одна линия, скоро, говорят, вторая откроется. Татарский, русский, английский. Станции метро. В аэропорту озвучка на татарском. Все там дублируется. Представляешь, насколько самое ценное, что есть у народа, это их язык. У любого народа. И насколько они лоббируют интересы. У них этого больше, чем у нас получается, если так. мы это не делаем. Получается так. То есть наши ответственные за эти дела, не настолько ответственные, как татары, например. В чем вот сложность дублировать улицы? Мелхосхамда здесь на ингушском языке. Вопрос, понимаешь? Вот в чем эта сложность? Не знаю. Вот Сейчас интересно мне, наверное, понять скажут, этот что ты вопрос. не написал? Считай, на любом языке написано. Начинают придираться. Об этом Это тоже хорошо. Я люблю хейт, брат. Это очень Кстати, хорошо. города-то стали писать, дублировать. Допустим, Карбулаки Вахсу, Эльдерхагал. Никогда в жизни не видел, чтобы это где-то написано было в Карабулаке. Обычно. Кстати, многие не знают даже названия населенных пунктов. У всех ассоциация Насыркорт. Насыркорт – это муниципальный округ. Нясыр-Керти есть. Нясыр-Ях, Назрань. Эбергюрт. Кстати, вопрос на засыпку. Ладно. У меня проблема только с населенными пунктами пригородного района. Обращайся, брат.
Отвечу. Аллах юрт. Не, просто Ергич но летаешь. Так, едем дальше. Небольшое лирическое отступление это было. Хорошо, мы до этого поговорили по поводу там шашковать на дорогах и прочее. Вот конкретно, если взять про историю про свадьбы. Вот эта тенденция, опять же, которая к нам, наверное, все-таки перекочевала, мне кажется. У нас этого буквально не было тогда относительно. Я уточнял насчет... Вот битье этих тачек. Насчет битья не знаю. Ну, Кстати, ты участвовал в таком вообще? Конечно. Бил тачки? Смотри, знаешь, буквально, получается, последние года 2-3 это перешло просто ты просто крутишь бублики, там, просто, ну, ставишь дрифт, понимаешь, перед колонна останавливается, и в приоритете не было как бы первое место. Я вот это последнюю свадьбу замечал, где меня приглашали, но сейчас, как я уже ранее сказал, за дрифт в общественном месте будут навешиваться жестко, просто жесткой форме уголовки. И хочу всех обезопасить. Если вы думаете, вы это не сняли, не закинули, кто-то, если это закинет, это всплывет. А это залетает в интернете. Однозначно. Стрельба, это ассоциация с Кавказом, особенно в Ингушетии, это вообще жестко. В арабских странах особенно я замечаю эти. Да, у меня... Да, их сильно прикалывает этот момент. Они тоже любят там шумные свадьбы, понимаешь? Да. Сам указ Бастрыкина. Вот эта ситуация, Мухаммад, кажется, рассказывал, что вот на свадьбе там Мерседес ГТ крутили и там стреляли. Вот этот ролик дошел до Бастрыкина, и он... Бастрыкин. Бастрыкин. Да-да-да, кожа своя. Ты еще уголовку налепит. Вот это давай. До Бастрыкина. И там такого характера видео, если все думают, что ему не повезло, со мной проканает все, вы глубоко ошибаетесь. Лучше этого не делать. Я лично этого не буду делать. Когда это было возможно, когда это менее опасно было, я это делал. Не бил тачки. От меня было пару касаний, но я сам никогда не бил тачки. Я в основном мог там в более-менее безопасном участке покрутить тачку перед кортежем. По 10-бальной шкале, насколько идиотизм бить тачки на свадьбе, по твоему мнению? Ты знаешь, со стороны ты участвовал вообще в этой теме? Очень много раз. Но видишь ли, ты такой человек, который... Я не бил машины. Но ты такой человек, который не поймал азарт, получается. В любом я случае... хитростью много раз забирал первое место за этим. Тем более, если ты человек бывалый в этой теме, ты забываешь про все нормы, что тебе необходимо потом тачку сделать, что у тебя финансовый, ущерб будет твоей тачке. Но все равно ты это делаешь. Не знаю, азарт. Я постарел уже. Возможно. У меня тоже осознание этого есть, и я думаю, это не стоит делать. Адама Барахоевской свадьбы, я же там побил машину. Я в Ингушетии не был, я в Москве только был на его свадьбе. Это азарт на самом деле, серьезно. Да я-то понимаю, что вообще азарт, отхожу от этого и второго. Если ты хочешь сказать, лучше этого не делать. Лучше, конечно. Я бы не делал это вообще. Я не собираюсь вообще. Даже вот последние свадьбы, не последние, прям последняя свадьба, я в конце кортежа ехал для того, чтобы вообще не соприкасаться с этим издевательством над машинами, понимаешь? Максимум, когда меня оператор звал для того, чтобы я бублик покрутил, чтобы эффектно снять кадры. Реально меня звали. Я туда подъезжал, давал пару бубликов. Кстати, это дрифт. Это уже не со старостью связано, это просто, я над этим давно думаю. Вот ты заметил, что любая свадьба, снятая в Ингушетии, она... То есть на съемках свадьбы основной экшен – это машины. То есть это не какая-то свадебная церемония, это там, я не знаю, не невеста или там компания жениха, там, где они там шутки шутят. Это просто вот тачки покрутить. Это туда, обратно, битье. Это... У нас такая тенденция, что пик-шоу – это кортеж. Особенно, если твоя братва стреляет прям из многих обоим, понимаешь, одновременно. Это
зашкаливают просто. Я не знаю, как это Ну, это объяснить. Когда ты в традиции. этом котле варишься, тебе это нравится. Это Когда со традиции стороны больше. смотришь, кажется, что это дико, понимаешь? Это традиции больше. Цоглацер. Это и при лошадях было тоже. Конечно. Поэтому Я что-то не помню такого. Не, было такое. Традиции. Я Я не сам, помню, кстати, настолько старый. я не помню. Ты точно не помнишь. Я знаю, что были традиции, когда еще не было машин, что на лошадях смотрели смелость, да, как это сказать? Горцевали. Смелость, кто поближе со всей скорости подъедет к берегу, там, к оврагу. Ну, не подъедет, а подскочит, да, получается. Вот эти такие игры были. Это точно 100%. Ну, стрельба тоже была, только стрельба была 1-2 раза, когда уже заворачивали на улицу, и там сообщали, что вот кортеж подъехал, невеста уже близко, там, подготовьте снаряжение, Нурфет. По машинам. Да, а сейчас стрельба, она в каком виде подается? Это везде. Ну, И то Герздала Охолощенные. у нас в Базошкино очень сильно за этим очень акцентированно смотрят на стрельбу. Если ты едешь по главной дороге, в Базошкино въезжаешь после Базошкинского поста, там в субботу-воскресенье стоят кортежи, просто охраняют, чтобы никто не стрелял. Сейчас в Магасе стали. И в Магасе. Ну, примерно как Вот в Магасе. Диаланские ворота, вот там рейд сильнейший, где останавливают именно в воскресенье. Да. Каждую вторую машину и проверяет, знаете, что багажник. Герст улелю царь. Ну, поэтому... Но все равно у нас умудряются делать это. Да, Стреляют. конечно. Несмотря на все запреты. Твоим словам, рано или поздно догонят, ты сказал, правильно? Если там кто-то выложил видеоролик там и так далее. Я даже беспокоюсь за те ролики, которые я снимал очень давно. Я их все скрыл, но все равно. Вдруг кто-то заскринил тебя. Вдруг кто-то снял, удалил, но если, так скажем, недобросовестные люди, которые интересны, на тебя навесят определенный свой план, ты можешь попасть в беду за дрифт, который не ты снимал, со стороны, хоть там не было машин, если там в километре от тебя был хотя бы один человек, этого хватает для того, чтобы возбудить уголовное дело. Даже 10-летняя давность. Ну, Смотря срок привлечения там, 3 к года. административке, к разным статьям уголовным и если так ты далее. будешь Там провоцировать по-разному. дальше, тогда, я думаю, они могут поднять все твои изощрения, которые ты исполнял на дорогах. Лучше не провоцировать и не снимать. Если ты не можешь без этого, просто не снимай, делай это, где вот никого нет. Если ты хочешь выпустить пар. Почему Я могу дать такой ответ, потому что хоть ты скажешь, это будут исполнять. В любом случае, молодежь не остановить в этом плане. Почему я это вспомнил еще раз и задаю тебе этот вопрос, реанимирую тему. Перед тобой сидит, вернее, живой человек, который с этим столкнулся. Я. Меня пытались догнать по старой моей деятельности, скажем так, менты СКФО. Не получавшись, наверное, были там некоторые попытки, не получалось, меня начали догнать за другие публикации, где там неправильный текст, подпись там, или еще что-то. Поэтому сейчас очень надо осторожно. Суть в чем? Не провоцируй. Да. Если ты не провоцируешь, то, что за твои грехи, это они не будут вспоминать. Если спровоцируешь, найдут все, что угодно, хоть у тебя этого не было нигде, где-то они найдут в любом случае. Ты замечаешь, кстати, у этих новых, подрастающее поколение? Я лично уже 15-16-летние ребята, которые я прошел обучение там-то, я то, я все. Про подрастающее поколение блогеров в Республике Ингушетия. Что ты можешь сказать? Можешь какой-то совет им дать отдельный? Я знаю нескольких блогеров, если можно назвать их полноценными блогерами, потому что они только начинают. И ты знаешь, мне очень нравится их подача, мне очень нравятся их ценности, что они все-таки соблюдают моменты касаемо наших адатов и особенно религии. Назови. Как их зовут? Ислам есть один брат наш, хороший, Аушев.
Кстати, он вел несколько... Ну, он занимается СММом и ведет свой личный блог в том числе. Он начал, в принципе, несколько месяцев назад, но снимает очень круто и подает информацию очень круто. Там, конечно, я ему как со стороны, как критик, объясняю, какие коррекции я бы сделал бы. И ты знаешь, он принимает это все. Есть Ужахов Ахмед, есть еще Ахма, сейчас фамилию не могу вспомнить, кажется, Аушу тоже. И этим до 20 лет. Около. Есть еще парнишка, который переехал из Казахстана в Ингушетию. Этот Заид, я с ним недавно познакомился, очень хороший парень. Да, интересно, я его тоже да, раз Заид, видел, мне с нравится ним еще подача. Сулейман, который с ним бывает парень, вот он тоже хороший парень, очень круто снимает. Просто мы, видишь ли, мы видим только их продукт, то, что они снимают, а на самом деле они... Вот этот Сулейман, этот друг Заида, он полностью ведет Ивлоева. Он мне показывал ролик, который ему делал. Очень Евлоев кто? Моусар Ивлоев. Моусар Евлоев? Да. Да, с ним был на кемпе в Таиланде. И я был приятно удивлен. И я со стороны ему сказал, ты вот снимаешь очень круто, ты делаешь все очень круто. Вот тот самый качественный контент, которого нам не хватало, да, даже в рекламе и в принципе, как личного блога. Я ему объяснил, пока не поздно, пока ты делаешь такой контент, пока ты можешь использовать там условно площадку медиа, так скажем, Евлоева, сделай контент, сделай свой личный бренд. Он лично себя не снимал. Сейчас он начинает снимать и развиваться. Я думаю, сильное замещение молодежи будет у нас в любом случае. Я в это верю. И самое главное, вот эти парни, которые я перечислил, они не снимают с музыкой. Я из-за этого их отмечаю. Остальных я не буду трогать. Вот. Это выбор каждого. Вы как вот основоположники, да, блогерства в Ингушетии, одни из первых. Ну, я могу по факту подтвердить это. В общем, вот, тем же подрастающему поколению, какие вот вы дадите, осветите рамки, которые должен знать вот именно ингушский молодой блогер? В первую очередь, это быть искренним. Искренность в твоем блоге, в личном блоге, она чувствуется сильно очень аудиторией. Если у тебя какие-то переживания, проблемы, или наоборот, у тебя что-то получилось, ты должен это показывать. Людям надоел качественный контент в плане продакшенов. Понимаешь? Стремиться к продакшену – это немножко неправильно. Я считаю, в 2026 году будет трендово снимать реальные эмоции и реальный личный свой бренд. Что у тебя получается? Ты задаешь себе цели. И быть, как сказать, это качество должно быть. Мне это в жизни сильно помогало. Я был не уверен во многих вещах, но все-таки я был решителен в некоторых своих выборах. И мне это по жизни очень сильно помогло. Это опрометчивый такой момент, что вот моя жизнь поменялась прям на 180 градусов после того, как я это сделал. Если бы на тот момент Всевышний не дал бы мне той решительности, я бы не сидел бы здесь и не имел бы то, что у меня есть. Я очень благодарю Всевышнего за все, что у меня есть. И в том числе ты должен понимать, откуда ты пришел, какой ты план сделал, быть распланирован, как это сказать. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да. Чтобы не рассеиваться. Если у тебя есть цель расти в блоге, развивать свой блог, поставить свою цель и идти не там, цель не 100 тысяч, цель там 5 тысяч, и потихоньку добиваться своей цели. И решительность, каждый. Уверенность, решительность и искренность. Вот это самое главное для личного блога. Ты имеешь в виду развиваться, но не утрачивать своей ингушской идентичности, конечно. Да, получается? Нет, это основа основ. То, что ты сказал, это основа. А из этой основы уже делать дальше. Не смотреть на тех трэш-блогеров для того, чтобы в моменте залететь и опорочить свою репутацию навсегда. Если ты один раз потерял свое имя сильно, да, ты же понимаешь, в принципе, про какие моменты я говорю. И все, дальше двигаться. Остерегаться всех ненужных моментов касаемо кринжа. Вот, к слову о старшем вашем поколении. Почему вам не создать такое сообщество блогеров, где будет, скажем так, определяться какие-либо вопросы?
По поводу этого, я над этим думал несколько месяцев назад. Меня на одно мероприятие позвали. Туда позвали множество блогеров, общественных деятелей по обсуждению там одного вопроса. Я подумал, почему бы не сделать то же самое допустим, отвечая на этот вопрос, переходя к предыдущему. Какой совет ты дашь? Вот мы условно друг друга, хоть и заочно, мы все знаем друг друга, правильно? Кто занимается общественной деятельностью, кто там, где что светится. Один может где-то оступиться, сделать что-то не то. Да. Да та же музыка, пускай это будет, чтобы на столе. И вот чтобы такие моменты были адресованы не конкретно ему, а чтобы во всеобщее услышание, можно было бы сделать такое сообщество, где сидят все вот эти блогеры, общественные деятели, кто так или иначе влияет на мнение, на сознание людей в хорошем смысле этого слова. Я над этим думал. Но начать, не знаю, как это начать, как это правильно сделать. Вопрос. Ладно, мы организовали комьюнити, условно, да, по контролю, так скажем. Не по контролю. Не по контролю. Самоконтролю, да. Но я просто не понимаю инструмент воздействия, там, условно, для того, чтобы выправить ситуацию того или иного блогера. Просто я этого не понимаю. Вот, какой допустим, инструмент? Можно пример. Вот, допустим, там у тебя подспециальность — это автоблогерство, да? Вот к теме о том, что наша молодежь имеет такой стереотип погоняться с ДПСниками, правильно? Или там покрутить машины, поиграть там в шашки. Вот ты как в этой сфере деятельности собираешь всех своих старших единомышленников и делаешь видеоролик, который сделает такую некую профилактику для этой молодежи, которая имеет этот стереотип. Вот это же польза. Вот профессиональный видеоролик. Там собраться, красиво все это исполнить, да, в таком современном, да, формате блогерства. Красивый видеоролик, доносчивая речь. И возможно, это как-то повлияет на нашу молодежь. Вот ты задал вопрос по поводу, как метод воздействия. Я не знаю. Наверное, нету метода воздействия. Мы не можем ни штрафовать, там, ни наказывать кнутом там, или еще что-то в этом роде. Но, опять же, это сообщество может придумать. Да. Правильно же? То есть, какое-то... допустим, у меня есть, на самом деле, много вопросов к действующим блогерам в Ингушетии. И замечания, и, может быть, какие-то советы там и так далее. Я несколько раз и выражал лично свое мнение. И прислушиваются, если честно. Было бы неплохо создать, на самом деле, такое комьюнити. Я только за. Если будет... ты будешь локомотивом этого движения. Я могу подсоединиться тебе. Проблем нету никаких. После всего сказанного уже, вот на твой взгляд, что... скажем так, что ты считаешь неприемлемым с точки зрения действующего блогера в отношении блогеров в Ингушетии? Какие действия или высказывания? Я не могу выступать как примером, понимаешь, в этом случае. Возможно, для кого-то я поступаю очень неправильно в рамках, которые ты сказал. Но и чисто мое сугубо личное мнение, что я мелких детей не буду никогда показывать в своем блоге. Хоть я буду лайв-формат вести, но потом... Это с точки соответственно, зрения... все, что связано с семьей, это должно быть за кадром. По крайней мере, касаемо блога как мужчины. Понимаешь? Это все-таки с точки зрения адатов или же с точки зрения сглаза? И таких вещей? В первую очередь сглаза, в вторую очередь с адатов. Да. В первую очередь. И в личные моменты, я считаю, необходимо мужчине немножко за кадром оставлять. Семья даждын оар, аманат луар хашмади. Вот с этих соображений, да, уже низ. Аманат, твой аманат лично. Тебе часто приходилось удалять материал из-за... Что скажут люди? Не вот эти моменты с пранками, где уже заходило за предел, а именно... Старшее поколение, что скажет, сосед, что скажет, брат. Я изначально снимал тот контент, который мне уже на стадии
монтажа я уже понимал, какие рамки я могу выставить, не выставить. И материал, который я удалял, я этого не помню. Из-за того, что, типа, мне неудобно. И в моей жизни не было такой ситуации. Хотелось бы удалить, но раз уж загрузил, уже обратного хода нет. Такой материал был? Может быть, вскользь такое что-то было, но в общей массе такого прям, чтобы вон выходящего у меня не было. У меня, знаешь, какое было? При старой деятельности ментыской еще. Я лицо все скрываю, там, передачу документов тоже заблюрил. И у меня был кадр, где я забыл это сделать с документами. И там, короче, фамилия, имя, отчество, там, дата рождения, все. И тут, пришлось удалить полностью материал и перезаливать его после. А для нас, когда ты набираешь там десятки тысяч просмотров в Ютубе это намного сложнее. Кто-то успевает скрин делать. Не то, что скрин сделать. жалко набранный охват терять. А вот фамилия, имя кого было? Сотрудника или? Мои, это да. было в каком году? Да, прикинь. Тогда в начале... В 2017 году. тогда же не было возможности редактировать уже выгруженные видео. Да, не было, поэтому приходилось удалять и заново грузить. Ты знаешь, вот я сейчас задумался, я могу более развернуто ответить на вопрос. Я прохожу про такой критерий, как воспринимает моя семья, особенно мой отец. И он так лояльно относится к моей деятельности. Я не знаю, изначально я подал внушил ему то, что это нормально. И для него как бы даже вот мои какие-то успехи, он очень гордится этим. Хоть и не показывает мне это, но я понимаю, что он сильно гордится этим. Сколько лет отцу? 64-го, он 61. Молодой. 61, да. Молодой. Он в теме. Поэтому так вот. Давно Он приезжает на мои славу. соревнования, на мои ивенты, поддерживает. Тем более в теме. Да. Он был всегда такого понятия, что главное, я занимался с чем-то, чтобы у меня было какое-то увлечение, не связанное с запрещенкой, понимаешь? Какую критику ты не воспринимаешь? Критику в плане чего? Критику твоей деятельности, именно в блогерской сфере. Допустим, вот это я воспринимаю, я готов исправляться, а вот это вообще... Если все объективно, условно, есть просто издевки, да? Я это вообще не воспринимаю. Если переходит на личное, я вижу, что это не левая страница, я с ним лично разбираюсь. Это бывает очень редко. Крайне редко. Да, очень редко. Но в основном разборки уже заканчиваются в формате директа. Там даже не переходит до звонка. Что-то он не понял, что-то я не понял. И так. А так, хейт, я всегда оцениваю его. И понимаю, в каком направлении мне необходимо двигаться, который объективный, критичный. Критичное мышление у меня есть. И ты знаешь, спасибо всем, кто пишет. Значит, я задеваю те эмоции, которые они пишут, эти комментарии. Их это цепляет, мой контент. Это хороший показатель. Если это не кринж. Даже хейт, он такой локомотив, знаешь, для моих идей. Чем больше внимания, тем интереснее мне что-то снимать. Отчасти и заключается, скорее всего, мое ведение блога, то, что мне нравится это внимание. Вполне возможно. Но если в личку пишут, это же уже не хейт. Вот в личку никто не пишет, я тебе скажу. Ну да, вообще прям. Личку практически никто не пишет. Ты помнишь ситуацию с гонками с соседней республики, с чеченцами, в которых я участвовал? Я был тогда в маске. Ты участвовал. Да, я участвовал. Было около 1000 комментариев с хейтом, жестким хейтом. В личку мне написал только 2 человека. И я с ними поговорил, они поняли все. Все. Ты был в маске и... Второго как звали? Арслан? Арслан, да. Вот же, он с нами учился. Я помню, он стоматолог. Слушай, самый интересный вопрос. Давай уж перейдем к нему. Нельзя не отвечать. Я отвечу. Нужно отвечать правдиво. Сколько тебе приносит блог в месяц? Точные цифры я не могу сказать, потому что... усредним за полгода. У меня это не основной источник дохода. Я понял. И у меня нету цели зарабатывать на нем. Тем не менее. У меня такая энтузиазм. Окей, на энтузиазме, Все на равно. блоге сколько ты зарабатываешь в среднем в месяц? Средний? Сейчас в своем От сотки. репертуаре. Под сотки. Да.
От сотки. Ну, это прям совсем энтузиазм, получается. Да, от сотки зарабатываю. Чисто на расходы мне хватает. И мне этого, в принципе, достаточно. Ну, в этом виде. Ну, у меня несколько как бы источников дохода. Помимо этого магазина одежды и... Ну, магазин Тайтекс одежды, у тебя еще магазин заменом. одежды, он больше уже как бы брат этим занимается. Ну, у тебя есть я особо, кроме того, что я захожу туда с двух ног, полностью одеваюсь, не смотрю на ценники, ухожу, я больше там ничего не делаю. Нормальная история. И говорю, там, вот наш магазин. Ну, СТО еще по замене масла. Что Ну, еще запуск, есть? да, я делал запуск этого магазина, этого бутика мужской одежды, я делал. Полноценно, как проект, он уже как бизнес состоялся, я уже как бы особо там усилий не прилагаю. Тайтекс — это премиальные масла. Я являюсь дистрибьютором по республике Ингушетия. Есть свой сервис, очень крутой, ты же видел? Согласишься? Ты PlayStation поставил уже? Да, почти. Все, нормально. Вот это несколько проектов, и основная у меня IT-компания, которая тоже у меня развивается, и мы двигаемся дальше. А поподробнее про IT-компанию? В этом году... Про это я вообще ничего не знаю. Ты знаешь, я не хотел раскрывать все это время, я не показывал, и сейчас я буду транслировать это все через свой блог. Мы несколько лет пытались и добились цели зайти в новые регионы. В новые регионы — это Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика и Херсонская область. Так, по IT в сфере медицины. Да, федеральный проект. Мы являемся внедренцами, мы взяли этот проект, и мы будем внедрять медицинское учреждение, информационную систему. Интересно. Да. Это что-то, Я собрал новую команду, я уже там был. Я был очень, прям глубоко зашел в Херсонскую область, прям недалеко от передовой. Есть такой Скадовск, город. И ты знаешь, очень, очень сильные впечатления у меня об этом месте. Положительные? Положительные, да. Так, тревожные. В плане того, что медицинские учреждения, которые, по крайней мере, я не объездил все медицинские учреждения Херсонской области, но город Скадовск есть. Это город-курорт. Там, условно, получается, государство не должно было спонсировать это место, да, хотя бы муниципальные там, государственные учреждения. И когда я зашел в одну главную больницу этого города, ты знаешь, вот если поставить эту камеру, и без дополнительной декорации можно снять фильмы 50-х, 60-х. До такой степени все плачевно. Компьютеры Pentium 4. Ну, по федеральному проекту все закупили. Сейчас мы просто без основы инфраструктуры, там, сетей, там, интернета. Все по-новому делать. Да, понятно. просто мы не можем работать. Ну, это с 26 года уже будет все внедряться. Это говорит о плохой прошлой власти, получается. Конечно, да? Однозначно. Я в этом убедился просто. Просто вот мы с Мариуполя до этого Скадовска где-то около 500 километров. Мы ехали по новому региону 500 километров. Я там повидал очень много сел, мест, и, ты знаешь, очень плодородные земли. Там просто по этому пути куча полей засеянных сейчас уже Россией. И я не понимаю, вот эти все финансы, почему куда они уходили в другое место. Я не говорю то, что в России нету коррупции, но коррупция, которая была при Украине, однозначно, опять же, по моему взгляду, была если не в десятке, то в несколько раз больше. По крайней мере, в наших учреждениях такой картины у нас есть, конечно, другие проблемы, но такой картины нет. Ну, вот какая перспектива у тебя по этому проекту? Это история про миллионы рублей, сотни миллионов рублей. Надеемся. То есть я это вижу как что-то большое, глобальное. Большое, глобальное. Автоматизация медицинских учреждений в новом регионе – это что-то большое, правильно? Мы под субподряд идем. Генеральный подрядчик являемся, не мы являемся генеральным подрядчиком, мы являемся субподрядом. Мы выполняем определенную первоначальное внедрение. Это обучение врачей.
За 2 недели, которые мы поехали, сейчас буквально недавно, в ноябре вернулись, 150 врачей мы обучили. Пользоваться программным обеспечением или Ты знаешь, очень смышленые врачи. Я имею в виду пользоваться программой. Да. Но опять же, на сегодняшний день уже каждый врач, каждый, там, не знаю, уже престарелый человек умеет девайсами пользоваться. Это не 2014 год, когда мы сюда, в Ингушетию, заходили. Никто там не умел. Там, вот от 50 уже трудно было пользоваться девайсами. А сейчас-то все развитые относительно там, 10 лет назад. И очень смышленые. Я даже удивлен был, что некоторые врачи в том же самом городе, Скадовск, который я говорил, там, условно, пример как, задавали те вопросы, которые мне было очень трудно отвечать на них. Я серьезно говорю, будучи как бы разработчиком, техподдержкой этой системы. Так, имея плохое оборудование, они могли задавать... Да. Это интересный факт, да? Да, очень смышленый. Я приятно удивлен был. Я и руководству их об этом рассказал. Они были тоже очень рады этому моменту. Вопрос у меня. Вот как блогеру, какова твоя конечная цель? На данном этапе конечной цели я не могу сказать, что будет через год, через 2 года. На данный момент у меня цель стать чемпионом России. Именно и проецировать это в блогерском сообществе по драгрейсингу. В этом сезоне у меня получилось забрать только региональные соревнования. Там, 2-кратный чемпион Чечни, в Ингушетии призер, Дагестан 1 место я занял в своей категории 11 секунд. И 3 место я занял в Москве, но это не было мероприятие чемпионата России, но это непосредственно очень серьезное мероприятие было. Это битва суперкаров. Самые быстрые, самые дорогие машины были там. И с первого залететь и на Audi, хоть я любитель BMW, но просто на момент мне компания Titex предоставила, именно наша команда предоставила эту машину, я как пилот выступал. И у меня получилось забраться на тумбу, и тогда я 3 место занял. Забраться на тумбу. Да. Прикольно. Прикольная фраза. И далее я сказал, просто чемпионат России я участвовал только 1 этап. Я успел только в конце сезона. Это была вообще спонтанная идея. Когда у меня здесь получалось, мы подумали, почему бы на чемпионат России не поехать. А есть такие высокие регалии, которые наши ребята завоевали в этом спорте? Вообще родоначальник, можно сказать, кто прорубил окно автоспорту, это Жабраил Бахмурзиев. Знаешь такого? Нет. Бахмурзиев, да. 7. Знаю. Черная вот эта, Да. 2-дверная. Вот он выступал на чемпионат России. Сука, она там Ставил рекорд. За миллиарды долларов продавала. Ставил рекорды. Единственное, в его классе, я не помню, он занимал места или нет, но в своем классе он ставил рекорды. Вот не знаю, какие регалии у него на чемпионате России, а так в плане прорыва ингушского автоспортсмена, автогонщика профессионального, он является Есть прорывом. еще Скоробулак, один на BMW ездит. Это Как его фамилия? Я фамилию не помню. Это Ислам. Сашамов. Ислам Полункоев, наш хороший брат. Вот он до мозга костей вот живет гонками, я тебе серьезно говорю. Ну, там есть видеоролики, как он переключает. Давай, давай. Он реально живет этим. Мне кажется, от его вот этих дерганий тачка быстрее ускоряется. Настолько... Там был комментарий. Это я снимал ролик. Я не знаю, возможно, и мой ролик тебе залетел. Там был один комментарий. Мы сами вместе с ним сидели, смеялись. Когда он 3-ю подключает, он сильно, воткнул. И кто-то написал, так нечестно, на 3-й скорости он подтолкнул тачку. Я так столько смеялся с этого комментария. Я Аллах. Так, у нас есть рубрика «Вопросы от подписчиков». Давай мы перейдем в телеграм-канал мой, где я просил оставить свои вопросы. Обращаюсь к Сейчас подписчикам. жесть начинается, да? Ну, как тебе сказать? Я, честно, готов к любой жести. Я даже это приветствую. Задает Рамен или Рамен вопрос. Что за привычка у блогеров, проповедников в своих якобы напоминаниях оскорблять людей, кому делают это самое напоминание?
Но когда делают хоть малейшее напоминание им, то сразу начинается агрессия и переход на личность, и даже оскорбление всей семьи. И каково поддерживать таких проповедников под их комментариями? Повторите вопрос. Это такой абстрактный вопрос. Меня это точно не касается. Как это ответить на этот вопрос? Я даже не знаю. Меня лично это не касается. Я таких броских ответов не даю. Единственное, меня задело один момент, то, что у меня кафирская прическа и запрещенная куртка, помнишь? Куртка из... Я напоминание о музыке сделал. Единственное, то, что я помню, что какое напоминание в плане религиозного видео, что я сделал, это было напоминание, что не стоит выставлять музыку. Вообще, напоминание. Там не было жести, как я помню? Не было же такого? Необычное. Да, и мне начиналась там критика в плане, у тебя кафирская прическа. А что за прическа? Вот это у тебя? Да, вот типа здесь бритва. Здесь коротко? Покороче. Я понял. Да, кафирская прическа, я был в питоновой куртке. И, кафирская запрещенная куртка. Но я обсмеял просто. Меня это прикололо. Я жестко не отвечал. Владикавказ задает вопрос. Согласен ли ты с тем, что в Ингушетии не осталось блогеров с независимой подачей информации по серьезным темам? Серьезная тема – это воровство наших чиновников, так как из-за нее абсолютно все проблемы Республики Ингушетия, от дорожной инфраструктуры до пробелов в образовании и безопасности, достижений национальных интересов. Блогеры занимаются только безопасными темами. Почему? Что не осталось, он говорит, да? Что не осталось блогеров, да. Они были? Вот вопрос, да. Я, честно говоря, немного удивился, почему к тебе это адресовано, там, автотематика. Может, хочется просто осветить эту тему? Может и так, не знаю. Но я на этот вопрос ответил, в свою очередь, тоже в комментариях. Мне интересно послушать его. Я зачитаю, как я ответил. Когда я говорю, что блогерство нынче условная профессия, а я несколько раз говорил, что блогерство на сегодняшний день это, можно сказать, условной профессией. Конечно. Меня отмечают, что блогеры бездельники. Мне отвечают, что блогеры бездельники. А тут прям запрос на журналистику через расследование со скандалами, завернутые в частный сыск. То есть, когда я говорю, что есть блогер, который можно в нынешнее время приравнять чуть ли не к профессии, который может заниматься намного более полезными вещами, чем условно какой-нибудь чиновник-дармоед, мне говорят, да, эти блогеры там. Мы это все прекрасно знаем, как это у нас происходит. Конечно. А тут прям такой запрос, знаешь, жесткий прям. Вообще непонятно, почему к тебе адресован этот вопрос, но тем не менее. Я посчитал правильным с своей стороны тоже на это отреагировать. Согласен с тобой, были ли такие? Я не помню. Я не знаю таких. Поэтому... Были страницы какие-то. Это не блогер, это не личность. Это какая-то... СМИ. Да, СМИ там условно. Поэтому, отвечая на вопрос, ты ответил, были ли они. Я с этим тоже согласен. Магаз ИР задает вопрос. Может ли в содействии с другими гонщиками-энтузиастами Автоспорт Федерации Республики Ингушетия создать в республике любительский автокросс? Это что-то вроде ралли. Там не нужен трек какой-то навороченный. Можно сделать трассу на какой-то загородной, малоиспользуемой дороге на время соревнований. В небогатой стране это самое доступное из автомобильных гонок соревнования. Кстати, много блогеров в разных других регионах, как правило, за Уралом, такого рода гонки проводят, сравнивая плюс-минус одинаковые тачки. Шадыжев Тамерлан у нас президент Федерации автоспорта. Угу. И как я знаю, кроме того, что у них есть эта федерация, никакого спонсирования нету, по крайней мере. Это в моих источниках. И в развитии дополнительного направления автоспорта, я думаю, необходимо спросить у него. Я, в свою очередь, как гонщик, я не являюсь организатором гонок. И, честно, не хочу туда лезть, в принципе. Потому что, условно... Ладно, оставим это, я не буду это говорить. Давай, ладно, я скажу. Я недавно... Я выиграл чемпионат Дагестана. Там у меня была очень сильная оппозиция. Просто ты не представляешь, какая сильная оппозиция. Я там выиграл чисто на тоненького. Очень... Мне понравилось. Вот это я люблю, когда есть сильные соперники. На волоске, да? Да.
проигрыш. Я выиграл третье место, но все равно московская миля. Первый ингуш. С Ингушетии автоспортсмен, который такого уровня вообще забрался на тумбу. Прикольное название. Тумба. Да, на тумбу. Юмба. Это сильный показатель, тем более я в профессиональных гонках только что залетел, да, в 25-м году. Я отмечаю их, они элементарный репост мне даже не делают. Тогда о какой поддержке может быть речь идти? Я это освещаю в группе, один человек меня поздравил. Мне не нужна их похвала, Аллах, я сам двигаюсь. У меня есть своя команда. Внимание просто хочется. было бы очень приятно, если было бы внимание. Просто я на чемпионате России просто поучаствовал, я был просто там в статусе дебютанта. Мне прислали грамоту, недавно я забрал ее. Как дебютант RDRC. Мне прислали ее. Просто, чтобы я первый раз туда участвовал. Это внимание называется. А как у нас будет развиваться автоспорт и вообще другие дисциплины, если мы, кроме ММА и всякого рода мордобоя, только поддерживаем автоспорт? Я не говорю про себя, ладно, мне это разницы нету никакой, я буду развиваться сам. Моей аудитории мне хватает, которая меня поддерживает. Мне от них похвала никакая не нужна. Тимур Шадыжев, в принципе, не имея бюджета, вполне возможно, у него есть какие-то свои оправдания. По крайней мере, в наших региональных соревнованиях он меня поддерживает. Просто меня задел вот этот момент, я хотел бы его озвучить. И этим я хотел бы напомнить, что если там условно спорт, даже шахматы, да, сильный спорт, я не видел нигде, что у нас это агитируется. Автоспорт — это дорогой спорт, я понимаю. Туда порог финансирования это большой для того, чтобы зайти в автоспорт. Это один из самых дорогих спортов. Кроме ММА, бокса у нас популяризация не идет. По крайней мере, как я вижу. Согласен. Это немножко неправильное мышление, я считаю. Ну, к сожалению, так. К сожалению, так. Ну, да во всех кавказских регионах, мне кажется, это такая тенденция. Как будто запрограммировали только. Да и в депутатах многие из этих видов спорта. А в Дагестане это развито? Вот, стрит-рейсинг или как? Нет, там чисто от ментов гоняют. Нереально. Есть вот именно такой профессиональный спорт, где там выделенная трасса? Нет у них. Тоже нет. В Кстати Дагестане говоря, нет. Трасса вот эта 402 метра в Сунже, насколько я так понимаю, только в Ингушетии она и есть. Из СКФО есть официальный трек в Грозном, и есть небольшая площадка и 402 метра дистанция у нас. Все. В остальных республиках автоспорт в принципе не развит. В плане помощи административных ресурсов. Да, конечно, Дагестан как выживает? Они снимают частные полигоны там, для самолетов, да? Там, например, в момент соревнований рядом с нашей трассой сажали самолет. Серьезно? Ну, кукурузник небольшой. Останавливали все кукурузник могут во дворе посадить. Останавливали гонки, пока самолет сядет и проедет, потом мы продолжили. Интересно было смотреть на это. Ну вот они так выживают. Ну, выживают как? Развивают свой автоспорт. Но опять же, на трассе в Грозном ты просто так туда не заедешь, правильно? Это, наверное, аренда, да? Или же соревнования, прям, или мероприятия официальные, трассы. которые тебя должны допустить. Там определенный регламент каждого соревнования. Или же есть трек дней. Ты можешь купить. Я не помню, так 30 тысяч стоит, кажется. Весь трек снять. Но это недорого. Ну, недорого, если разбить на... Ну, 10 человек вы собрались, по 3000 скинули и побесились. Ну, там это хороший же трек. не история, как в Сунже. Нет, ты конечно. купил машину, а давай, чья быстрее, поехали прямо сейчас. Нет, такого посмотрим. нет. Такого не А там получится. серьезно, да, трек вообще? Там, Да, это гоночная трасса полноценная. Там очень серьезного уровня трек. Там не просто прямая, там полноценный трек. Чемпионат России проходит, чемпионат картинга, чемпионат России по картингу проходит в Грозном. Это там серьезный трек. Очень Да, я видел. Это, ну и выглядит даже, так, знаешь, по-киношному круто. Вопрос для каждого гостя. Что ты ценишь в жизни больше, чем, по твоему мнению, не ценят другие? Очень обширный вопрос. Если коротко ответить. Я ценю
я это уже говорил, ценю то, что у меня есть на данный момент. И ценю то положение, которое я имею сейчас. Если говорить общем. Я конкретику не буду вдаваться. И просто почему я отвечаю на вопрос таким образом? Я замечаю, многие не ценят то, что у них есть. Такой короткий ответ. Мне больше ничего сказать. Мы принимаем его. Рашид, у нас есть вопрос от предыдущего гостя. Это немалоизвестный, я думаю, ты его тоже знаешь. Калой Ахильгов, адвокат наш именитый. И он спрашивает, что делает нас уязвимыми, слабыми, и как это исправить? Интересный вопрос. Очень серьезный вопрос. Наша уязвимость, она и идентичность наша. То, что мы сильно отличаемся даже близлежащие наших гостей, я сказал бы. Хоть и многие пытаются нас сопоставить в одно русло, но мы сильно отличаемся. И, мне сложно ответить на вопрос. В чем является наша уязвимость? Не знаю. Скорее всего, в нашем менталитете, в первую очередь, непокорности. Это и есть уязвимость? Это делает слабыми нас? Ну, я считаю, что надо быть более тактичным. Сдик ответ. Я не могу. Это, кстати, можно твой ответ на вопрос о рамках, то, что мы говорили чуть ранее, но чуть-чуть соприкасается с этим, мне кажется. Да. И продолжает он свой вопрос, как это исправить. Ну, ты сказал, в принципе, быть более тактичным. Более тактичным. Выборочным очень сильно. Просто я это проецирую по своей жизни просто. Я вижу, с какими проблемами, в принципе, наш народ встречается и с нашим менталитетом у нас. Из-за этого большие загвоздки и большая уязвимость. Что все хотят напролом, а надо немножко с головой. Напролом не получится у нас. Да будем мы услышаны. Второй раз я повторяю на этих подкастах эту фразу. Да будем мы услышаны людьми, которые не имеют критического мышления. Конкурс. Что ты принес на конкурс и кто получит этот сувенир? Это перчатки для автоспорта. Полностью с амалогацией. Я думаю, кроме Формулы-1, в них можно участвовать в любых дисциплинах автоспорта. И я думаю, будет правильно, если эти перчатки получит тот, кто объяснит в комментариях, почему именно он заслуживает их. Будет рилс, на нарезке будет указано условие, повторим. Ну и надо будет подписаться на Рашида. И на тебя. Не, он на тебя уже подписан. И на Мухаммада. Да. Дал рясхал, Рашид. Дал рясхал. Халилович Хамандеха. Главное, чтобы у тебя ты сказал, уже получил лицензию, профессиональный спортсмен. У нас спортсменов в этой дисциплине немного, именно в этом направлении. Я желаю тебе всевозможных успехов в этом начинании. Далай Тубахов. На самом деле приятно было посидеть, пообщаться. А до этого было неприятно, я гордись. До этого никто же не знает. Магомед Бадиев. Примите к сведению эти слова от коллеги.